В республике появится еще один праздник – День башкирской пчелы. Это решение принял Всемирный Курултай-Башкир на заседании по вопросу сохранения насекомых местной популяции. Сейчас специалисты работают над созданием национальной программы по их спасению. Отличие нашей породы – монофлерный мед. Это вот монофлерный однообразный мед. Другими словами, если вылетели все на липу, собирают только липу. И поэтому наш мед, который представляется за пределами Российской Федерации, все знают как башкирский мед, как липовый мед. Сегодня у нас в республике наша башкирская порода, есть ареалы, где чистота более 90%. В своем научном отчете профессор Кожевников, исследовавший пчел Бурзянского района в 1929 году, писал: «В бортах Башкирии и Уральской области мы имеем остаток первобытной европейской лесной темной пчелы, которая в настоящее время, с точки зрения генетики, представляет величайшую драгоценность. Ее надо всемирно беречь от метизации и на ней основать массовое разведение коренной среднеевропейской пчелы, которая тысячелетним отбором в жесткой борьбе за существование среди суровой горной природы выработала в себе выносливость и устойчивость». Европа уже давно такой пчелы не имеет. К сожалению, геном вот этой темной лесной пчелы оказался очень, чрезвычайно уязвим к поглощению вот этими сборными, как мы говорим, южными породами пчел. Ежегодно пчеловоды поднимают вопрос о запрете завоза и продажи на территории республики иностранных пчел. Узбечки, кавказские, карпатки. Цена пчелопакета на эту породу значительно ниже, поэтому пользуется спросом у местного населения. Весной на приграничных районах Башкортостана пчеловоды организовывают патрули, делятся маршрутами передвижения машин в WhatsApp, а на местах продажи ведут разъяснительные беседы. Однако сохранить чистопородность башкирской пчелы в последнее время стало гораздо труднее. Завоз пчел других пород метизирует, или, скажем, гибридизирует нашу породу, тем самым ухудшает его характеристики. Она будет меньше собирать меда, она будет хуже зимовать. И тем самым мы можем прийти к тому, что наших пчел станет намного меньше. Поэтому этот вопрос очень острый, и этому вопросу уделяется такое большое внимание. К сожалению, вот эта пчела, она оказывается у населения в деревнях. А где у нас какие деревни? Это, как обычно, где стоит вся липа, да, то есть традиционные пчеловоды. Там эта пчела оседает и наносит абсолютно большой урон именно местной пчеле. Специалисты предлагают разработать документы по зонированию территорий в местах массового произрастания липы и созданию особой буферной зоны для разведения аборигенной пчелы, открытию племенных хозяйств и массовому разведению насекомых местной породы. Интересно, что этот опыт частично реализован в Иглинском районе, где пасечники, объединившись в сообщество, отказались от использования иностранных насекомых. Вопросы мы уже решаем очень давно и прекрасно. Количество пчелосемей из года в год растет, продуктивность пчелосемей тоже растет. И самое главное, добились хорошего производства меда. До 500 тонн, без малого. Значит, из них 80% является липовый мед. Получается, полностью район покрываем племярепродукторными пасеками. Правительством республики ежегодно оказывается государственная поддержка. Так, в комплексной программе развития пчеловодства в республике Башкортостан в этом году из внебюджетных средств выделено 93,5 миллиона рублей. Из этих средств пчеловоды смогут возместить часть затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования. Кроме того, финансирование может быть использовано на проведение прикладных научных исследований в области пчеловодства. Продолжается работа по выделению государственных грантов по направлению «Агростартап». В 2021 году 2 пчеловодов получили господдержку на общую сумму 4 миллиона 940 тысяч рублей. Это пчеловод из Стерлибашевского района и пчеловод из Ишимбайского района. По направлению начинающий фермер в 2021 году получателей субсидий не было. И в этом году мы планируем прием документов с 21 марта по 1 апреля. Это по гранту «Агростартап». Среди основных факторов, сдерживающих эффективное развитие пчеловодства и переработку продукции, специалисты называют непродуктивное использование медового потенциала республики, в котором используется лишь 30% возможностей. Невысокий объем производства меда в личных подсобных хозяйствах, где преобладает ручной труд, и менее 1% хозяйств, созданных на промышленной основе. Неурегулированная система контроля за использованием разводимых пород пчел, их генетических особенностей и отсутствие предприятий по переработке меда, ориентированных на экспорт.
Мы должны уделять внимание нашим инвесторам. Без них развития все равно не будет. Внешние люди, внешние игроки, они лучше понимают ценность этой башкирской пчелы. И они готовы на самом деле сюда приходить. Единственное, нужно создать необходимые для этого условия и необходимые правила для этого. Мы должны вести просветительскую работу, то есть обучать людей, кто только-только начал заниматься пчеловодством, обучать даже детей. На селекцию и производство пчелопакетов необходимо выделять субсидии. Это в дополнение к существующим мерам поддержки. Не обойтись в этом вопросе и без серьезных инвестиций, например, на создание высокоточных лабораторий по анализу меда, которых в республике пока нет. А ведь это поможет пчеловодам экспортировать готовый продукт, сделав башкирский мед международным брендом. Запасы, на мой взгляд, и вообще многих специалистов, ресурсы очень огромные. Просто это нужно делать и выходить, в том числе на промышленные. Но самое главное, надо сохранить традиционное. Нельзя одно забыть и другое развивать, потому что вот эти два направления должны идти параллельно. Без центра сертификации меда с международной аккредитацией развитие промышленного пчеловодства с выходом на зарубежный рынок невозможно. В настоящее время у международных инвесторов есть ресурсы, опыт и возможности сделать башкирский мед брендом не федерального, а международного уровня. Был проведен частичный секвенс некоторых регионов ДНК башкирской пчелы именно. Это предварительные данные. Это то, что у нее те гены, участки генов, которые отвечают за адаптивность к нашим природно-климатическим условиям, они у нее, некоторые гены, дуплицированы, то есть присутствуют в двойном количестве. Возможно, это и является какой-то отличительной способностью нашей башкирской пчелы, бурзянской. Мы из Бурзянского района. Миссия Всемирного Курултая-Башкир вести именно системную работу, не разовые акции от случая к случаю, а именно системная, такая вдумчивая работа, причем, как правило, межведомственная. Я бы в качестве такого примера подтверждающего привела наш большой проект «Трезвое село». Мы уже несколько лет ведем со многими министерствами, вовлечена вся республика. То есть проекты должны быть такие комплексные, системные и абсолютно понятные всем участникам этого процесса. Все участники круглого стола пришли к единому мнению, что сегодня назрела необходимость создания масштабного национального проекта «Башкирский мед. Проблема сохранения и перспективы развития», инициатором которого стал Всемирный Курултай-Башкир. Ведь для жителей республики мед уже давно стал больше, чем просто продуктом питания. Это культурный код Башкортостана.